Здравствуйте. С вами в телеэфире 31 канала снова я, журналист Геннадий Бендицкий, вместе со своими коллегами Маратом Осиповым и Сапой Микибаевым. Мы свободно говорим о том, о чем стараются молчать другие. Смотрите и слушайте, вы имеете право знать. В сегодняшней передаче речь пойдет о стальных артериях нашей страны, о железных дорогах. Вы спросите, с чего это вдруг? Все просто. Трое из тех, кого коснулись произошедшие на этой неделе кадровые перестановки, сделав их ключевыми фигурами казахстанской политической арены, в той или иной степени приложили руку к нынешней ситуации в железнодорожной отрасли Казахстана. Ушедший в отставку с поста премьера и впоследствии назначенный главой администрации президента Карим Махимов, помнится, в недалеком прошлом был министром транспорта и коммуникаций. Новый глава правительства, Серик Ахметов, в свое время также руководил транспортной отраслью, а потом курировал ее, будучи вице-премьером. Ставший вторым человеком в иерархии партии Нур-Отан, Бахаджан Сагентаев также не так давно был членом Совета директоров национальной компании «Казахстан-Темиржалы», а с февраля 2012 года является членом Совета директоров государственного холдинга «Самрук-Казына», под управленческим крылом которого находятся казахстанские железные дороги. Но в этой программе, конечно же, в первую очередь речь пойдет не про вклад вышеупомянутых уважаемых людей в развитие главной транспортной отрасли Казахстана, а лишь про то, что далеко не всегда триумфальные реляции чиновников от железной дороги соответствуют истинному положению дел. Вот это условная реконструкция того, что сейчас происходит на железнодорожной линии Хоргоз-Жатыген. Вот такие же песчаные барханы могут похоронить под собой мечту о трансконтинентальном железнодорожном коридоре по территории Казахстана из Китая в Европу. Похоронить под собой проект, в который уже вбухано по меньшей мере $1 миллиард. По-взрослому железные дороги строить – это вам не в детские паровозики играть. Решение о строительстве железной дороги, напрямую соединяющей приграничные районы Китая с основными транспортными магистралями Казахстана, принималось на самом высоком политическом уровне, а в его основе лежало межправительственное соглашение. Строительство дороги не раз посещал глава государства. К прокладке этой железнодорожной ветки было приковано пристальное внимание теперь уже экс-премьер-министра Казахстана Карима Масимова. Министерство транспорта и коммуникаций также осуществляло постоянный контроль за продвижением этого проекта. И такое пристальное внимание к этому строительству совсем даже не удивительно. Наверное, вы многие знаете, что я железнодорожник в третьем поколении. Родители мои железнодорожники, и их родители были железнодорожники. Так что я член вашей семьи. С открытием железнодорожного участка Хоргоз-Жатыген связывались самые радужные планы. Много говорилось про рост экономического сотрудничества и товарооборота между Казахстаном и Китаем. Про то, что наша страна станет воротами, через которые грузы из Поднебесной пойдут в другие страны Центральной Азии, Россию, Европу. Начатое в 2009 году строительство поначалу планировалось закончить в декабре 2011 года. Потом сроки открытия новой железной дороги отложили на 2012 год. Сейчас вроде как проект уже считается завершенным, и в прессе даже появилось сообщение, что пущены первые поезда, причем не грузовые, а пассажирские, что говорит о высоком качестве проложенного пути. Однако в действительности оказалось, что для большой радости повода нет. Только что построенную железную дорогу засыпает песком. Из-за этого грандиозный проект, на который уже потрачены миллиардные суммы, оказался на грани срыва. А всей этой историей всерьез заинтересовались правоохранительные органы. Вот что рассказал нам привлеченный ими к расследованию в качестве научного специалиста кандидат технических наук Руслан Палладьевич Иваницкий. Мы поднялись на земляное полотно, которое в этом месте достигает высоты 24 метра, и увидели следующую картину. Непосредственно на разъезде, где проложены 3 пути, рельсы полностью находились под песком. И рельсы, и стрелочные переводы, и механизмы перевода стрелок и так далее. В тот момент, когда мы оценивали ситуацию, позади нас раздался гудок, подъехал тепловоз. Я оглянулся и спросил начальника строительства, как же он проедет, если рельсы заметены. Он сказал, да как-нибудь на малой скорости.
Я говорю, о том, чтобы пропускать поезда, пока речи быть не может. Он сказал, да, безусловно, мы должны провести целый комплекс мероприятий для того, чтобы обеспечить полную готовность этого участка к пропуску поездов, как грузовых, так и пассажирских. По заключению экспертизы, расстояние граничное с Песками составляет 40 километров. То, что мы смогли проехать и пройти своими ногами, это примерно 20 километров. Но я думаю, что будет правильно считать, что 40 километров протяженности песков, граничных с земляным полотном, необходимо укреплять, необходимо стабилизировать, необходимо останавливать. Только при этом условии можно будет гарантировать безопасность и бесперебойность движения. К сожалению, существующее положение достаточно серьезно. Ветровая эрозия самого полотна, которая вызывает деформации полотна и пути, просадки, перекосы, изменения рихтовки, толчки, при которых пропускать поезда можно только на скорости 5 км в час, и в ряде случаев вообще нельзя их выпускать на этот участок. Однако в высоких кабинетах национальной компании «Казахстан-Темиржалы» считают, что ничего страшного не произошло. И песок, засыпающий рельсы, поездам не помеха. Во всяком случае, давая интервью нашей программе, вице-президент «Казахстан-Темиржалы» Ерик Султанов большого беспокойства по этому поводу не проявил. 15 ноября мы наметили провести государственную комиссию, поэтому сейчас идет рутинная работа по проведению рабочих комиссий, и мы будем готовы к подписанию. Сегодня готовность достаточно высокая. Мы эксплуатируем уже после сдачи первого пускового комплекса, у нас сегодня открыто пассажирское движение. Сроки открытия мы не откладывали, без проблем. Есть спальные вагоны, есть сидячие вагоны. Поезд в пути находится 5 часов 50 минут. Засыпать песком наши насыпи не будет. Всепоглощающий оптимизм официальных лиц не может не поражать. Тем более, что в действительности железнодорожная линия Хоргос-Житиген сегодня выглядит вот так. Комментарии, как говорится, излишни. Но еще больше поражает, что при осуществлении столь амбициозного проекта, как транзитный коридор из Китая в Европу, чиновники не учли, казалось бы, очевидного, что железная дорога проляжет по границе Песков, Маянкум и Кызылкум. Как такое могло произойти? Видимо, уже тогда кому-то песок застилал глаза. В результате кто-то что-то не увидел, кто-то где-то не додумал, кто-то что-то не рассчитал, кто-то на чем-то сэкономил. И теперь спасти ситуацию под напором наступающих песков, похоже, под силу лишь армии гастарбайтеров, вооруженных вениками да лопатами. Все вперед на очистку путей сообщения. Прокуратура плановые проверки проводили. Вопросы, связанные с устройством высоких насыпей из барханных песков, есть. Мы все меры приняли. Сейчас завершаем укрепление откосов, укрепление откосов выемок, откосов насыпи и резервов геосеткой. Это все в рамках стоимости. Для этого мы пригласили наш АТК, это Академия транспорта Казахстана имени Тынышпаева, и пригласили совместно с ними ТАШИИТ, это Ташкентский институт инженеров транспорта, то есть это специалисты, которые с барханами всегда работали. Они одобрили все наши решения, принятые по укреплению откосов и по укреплению насыпей. Высокопоставленных функционеров национальной компании «Казахстан-Темиржалы» статус обязывает представлять все в радужном свете. Про то, что спасать ситуацию приходится с помощью технологий начала прошлого века, говорят лишь независимые эксперты. В настоящее время я увидел, что применяются методы, которые отчасти унаследованы со времен строения Турксиба, то есть
плетеные из камыша маты, которые закапываются в песок. Кроме того, используется георешетка. Это полимерная решетка примерно 40 мм высотой, которая имеет небольшие ячейки, должна обеспечивать стабилизацию песка на откосах. И геосетка плетеная, то есть тканевая, и чисто синтетическая полимерная. Но, к сожалению, как это видно было непосредственно на месте, все эти меры являются паллиативными. Они только временно стабилизируют процессы переноса песка и только на откосах земляного полотна. А что касается полосы отвода, вот те 100 метров слева и справа, эту проблему предстоит еще решать целым рядом средств. Затраты это потребует многомиллионные.